Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов, Айдын. Сегодня в нашей студии гости, супруг и коллеги заслуженной артистки России, народной артистки Якутии, лауреата международного конкурса имени Михаила Глинки, лауреата Государственной премии Республики Саха-Якутия имени Платона Аюнского Нины Николаевны Чигиревой. Наш эфир посвящен сегодня ее памяти. И я рада представить наших гостей. Сейчас звучит голос Нины Николаевны, уникальный, удивительный. В нашей студии Сергей Валентинович Чигирев, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный деятель искусства Республики Саха-Якутия, режиссер театра оперы и балета имени Саруна Амалона. Сергей Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Рада с вами познакомиться. Также в нашей студии народная артистка Российской Федерации и Республики Саха-Якутия, заведующая оперной труппой театра оперы и балета Альбина Кычкина. Альбина Михайловна, здравствуйте. Добрый день. Коллега Нины Николаевны. И в нашей студии еще два коллеги Нины Чигиревой. Это Александр Емельянов, лауреат Государственной премии имени Платона Аюнского, народный артист Республики Саха-Якутия, солист оперы, театра оперы и балета, член Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Александр Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. И Егор Колодезников, заслуженный артист Республики Саха-Якутия, солист оперы, театра оперы и балета. Егор Петрович, добрый день. Здравствуйте. Спасибо, что вы сегодня пришли в нашу студию. Совсем недавно, 15 ноября, Нине Николаевне исполнилось бы 70 лет, но, к сожалению, в апреле месяце ее не стало, ее больше нет с нами, и это, конечно, невосполнимая потеря. Сергей Валентинович, что вы чувствуете, как вам сегодня? Хотелось бы получше, конечно, но так вот бывает в жизни. Еще буквально в начале этого года мы строили какие-то планы, уже обдумывали программу ее юбилея. Но вот, к сожалению, случилось то, что случилось. Инсульт, где это нас поджидает, в какой момент мы сами этого не знаем. Вот поэтому сложно, до сих пор никак поверить в это невозможно. Такое впечатление, что она просто уехала на какие-то большие гастроли. И времени мало прошло. Я выражаю вам свои соболезнования от всей нашей сегодня творческой бригады и поддерживаю вас как могу сейчас. Морально это, конечно, очень тяжело. До года, мне кажется, это невозможно. Все как-то в это поверить невозможно. Расскажите о том, как вы познакомились. В далеком 1982 году я поступил в Новосибирскую консерваторию. И вот в сентябре начались занятия, и уже в октябре, в ноябре, где-то в коридорах консерватории мы встретились с Ниной Николаевной взглядами. Вот. И нам, русским, хлебом не корми, дай про душу поговорить. Вот мы сразу вдруг поняли, что души наши очень родственные, что нам нужно быть вместе. Я сделал предложение, чтобы мы Новый год наступающий, 1983 год, провели вместе. Она согласилась. Мы встретили вместе Новый год, с тех пор мы не расставались. Мы прожили 41 год и 3 месяца вместе. Как вы сразу так поняли, что это ваша судьба? Знаете, вот... Удивительно. Говорят, что люди любят друг друга по двум показателям. Это взгляд и запах. Вот если чувствуешь, что достаточно взгляда, на самом деле, чтобы видеть. На самом деле мы не были молодыми людьми совсем в этот момент, поэтому тут не было какой-то увлеченности, влюбленности. Это было уже такое сразу какое-то осознанное решение. Естественно, мы свои отношения оформили не сразу, но то, что мы поняли, что надо быть вместе, это было однозначно. Это были удивительные годы. Я приходил к ней в общежитие постоянно. Причем дело-то нелегально, потому что пропускная система, в общежитии нельзя было находиться только до вечера, и все. Я был жителем Новосибирска, и я к ней лазил на 3-й этаж по... Как романтично. По балконам, да. То есть там залазил на баки, потом на 2-м этаже была решетка, добирался до 3-го этажа, там меня Нина встречала, и мы, проводили вместе время какое-то.
Мы, конечно, рисковали, потому что могли быть санкции, вплоть до... Вот. Но руководство консерватории, как ни странно, пошло по другому пути. Сейчас даже помню фамилию этого декана, его, значит, фамилия его была Брагинский. Он издал приказ о том, чтобы Чигиреву дать место в общежитии. Жителю города Новосибирска с пропиской это было исключено тогда, но мне дали место, и, значит, и после первого курса я жил со своими друзьями, однокурсниками, а после третьего курса, когда мы с ней поженились, нам дали комнату, и мы 2 года еще после этого жили вместе. Так поддержали ваш творческий и такой семейный союз. Да, ну творческого еще такого не было, тогда были мы просто студентами. Вот. Потом уже Нина стала лауреатом конкурса, одного из самых сложнейших в то время. Это сейчас такое обилие конкурсов всевозможных. Тогда конкурсов серьезных было по пальцам пересчитать, что называется. Причем Глинка, вот после Чайковского, Чайковский – международный конкурс, Глинка – всесоюзный, то есть там все республики, все 15 республик, все театры. Причем это конкурс не молодых юных там учащихся студентов, это конкурс оперных певцов молодых. Вот, жюри Архипова, там, Долуханова, Мария Биеша, то есть все звезды. Значит, проводится конкурс раз в 2-3 года, там по-разному было, в одной из столиц республик. В тот год, когда Нина взяла звание лауреата, он приходил в Ереване. И, в общем-то, из консерватории было 4 студентов. Причем это не как сейчас, знаете, первый тур посмотрят по видео, второй тур приезжаешь, спел и сразу награждает. Это 3 сложнейших тура. Значит, первый тур нужно петь очень сложную программу, чтобы пройти на второй. На втором нужно петь еще сложнее. На третьем туре нужно просто поражать, что называется, жюри, чтобы иметь какие-то шансы на успех. Вот. И после первого тура 2 студентов сразу сошли, после второго сошла вот Таня Галсанов, такая очень хорошая драм-сопрано. И Нина прошла на 3-й тур, и, как сами говорили, жюри, она спутала все карты, потому что всех молодых перспективных солистов в Советском Союзе знали уже. То есть туда ехали люди, которые должны были как бы так узаконить свои успехи и так далее. И Нина Николаевна туда, она даже не дипломатом, она и дипломатов обошла. В общем, она стала лауреатом. Вот, конечно, это были для нее незабываемые впечатления, потому что она шла по Еревану, ее там узнавали. Ее там... А вы сразу увидели в ней вот этот талант как режиссер? Ну, знаете, тогда я еще не был режиссером и не думал, что я буду режиссером. Даже не думали, что будете? Да. А значит, кем вы хотели? Я тоже учился вокалу, значит, но голосу нельзя было не заметить, понимаете, это такой голос, который... Вот, когда мы познакомились с ней, у нас образовалась такая интернациональная группа. Я русский, она саха, Таня Галсанова, бурятка, и Чертайол еще, и тувинка. И мы вчетвером, для меня это было просто удивительные годы, когда я вдруг окунулся в такой, знаете, мир совершенно людей другой расы, с Хорошо, другой что культурой. вы про это заговорили, потому что мне сегодня было неловко, я вас не узнала, и потому что в интернете, когда я готовилась, я не увидела семейных фотографий, подумала, что, наверное, вы придерживаетесь того, что счастье любит тишину. Совершенно верно. Да. Мы стараемся быть не публичными людьми, мы там ни в каких соцсетях не замешаны, вот, нигде не размещаем свои фотографии на пикниках и прочих делах. Вот. Но у нас сегодня есть уникальная возможность увидеть фотографии Нины, когда она была совсем маленькой, и фотографии ее с родителями. 15 ноября 1954 года в маленьком селе Амгинского района родилась девочка Нина с удивительным голосом, который Бог так одарил. Может быть, несколько слов скажете о ее семье, или кто-то, может быть, добавит из коллег что-то? Да, вот село Эмисы в этом году я был там 2 раза, значит, когда ее предавали земле, значит, я спросил, сколько у вас людей живет в Эмисах? Они говорят, официально прописано 500, но живет человек 300. Так мало. И в этом селе Кнюк Урастыров, поэт знаменитый, Нина Николаевна, там знаменитый Ланхасуд есть, там Екатерина Захаркова. Все, в общем, оттуда Земля какая, совсем да? рядом Родит в таланты. Бараме Марина Попова, это там буквально несколько километров. Это удивительный какой-то момент в таком маленьком селе, такая концентрация выдающихся людей. Вот это где-то. И причем посмотрите на фотографию, когда она была маленькая, и никогда не подумаешь, глядя на эту фотографию, что из этой маленькой девочки может вырасти такая оперная звезда. У нее было 11 сестер и братьев, было 12 детей. Папа, родивший детей, умер, мама вышла за другого, и еще 6 детей было уже от другого отца. Вот. Ну, отчим
А Нина по счету была каким ребенком? Первая. Самая Она первая. первая. Самая старшая. Она первая, самая старшая. Да, и вот у нее, после того, как отец ушел, у нее уже не очень так складывались хорошие отношения. Конечно, отец ее очень любил. Вот. Но когда пришел новый отец, ей было сложно. Она даже рассказала, как ее выгоняли из дома. И она зимой босая выходила и шла куда-то, чтобы куда-то прийти. И она говорит, чтобы ноги не замерзли, она наступала, извините за подробности, в корове эти лепешки. Ничего себе, Вот судьба какая. Значит, она, потом все-таки перепробовала разные профессии, работала. С 13 лет она работала дояркой, у нее было 6 коров. Работала и в пекарне, и в военкомате, и научилась на штукатуру маляра. Да, удивительная история. Она так много прошла такой школы жизни, да? Детство у нее было очень сложным. Я просто... Все, значит, дети вот после смерти первого отца, они все разошлись по разным людям, по разным деревням, по разным улусам. Вот. И тем не менее она все время пела, и вот это пение, вероятно, было тем стержнем, тем фундаментом, опершись на который она потом в дальнейшем стала строить свою жизнь. Вот потом уже было училище, но вот про училище я ничего не знаю. Собственно. Да, мы сейчас еще послушаем ваших коллег, но у нас есть на связи еще один наш гость, коллега, это Виктория Георгиевна Григорьева. Она преподаватель детской школы искусств и как раз-таки уроженка Амгинского улуса. Виктория Георгиевна, здравствуйте. Добрый день. Мы сегодня вспоминаем Нину Чигиреву. Пожалуйста, расскажите нам про то, какой она была для вас. Да, мы очень дорожим именем дорогой Нины Николаевны Чигиревой. У Нины было непростое, тяжелое детство. Ей исполнилось всего 13 лет, когда в многодетной семье один за другим ушли из жизни родителей. Знала Нину со студенческих лет в Якутском музыкальном училище. Мы, ее сверстники, знали о ее сильном природном вокальном даре. К тому же она была очень гибкой, чем тоже нас изумляло. Но Нина и сама хорошо знала свои возможности. Но в любой учебе есть трудности, и она их умела преодолевать. Как землячки мы иногда общались, и хочу сказать, Нина предвидела свою будущую яркую артистическую жизнь. По мере возможности Нина Николаевна приезжала с концертами в родной МИС и Амгу, и я очень благодарна судьбе, что мне довелось быть концертмейстером на этих концертах. И если она себя хорошо чувствовала, она всегда пела без микрофона. В память о дорогой Нине Николаевне Чигиревой в апреле будущего года наша Амгинская детская школа искусств проведет первый республиканский конкурс вокалистов для детей с 12 лет и студенческой молодежи 17 лет. Вот у меня все. Виктория Георгиевна, спасибо вам большое, что вы рассказали нам о Нине Николаевне и присоединились к нашему эфиру. Благодарю вас за внимание. Оставайтесь с нами. Мы продолжим говорить о Нине Чигиревой. Как сейчас наши зрители могли видеть фотографии уникальные, да, и вы наверняка эти фотографии тоже видели и знаете, что на них изображено какие события. Если вы не против, то я продолжу. Пожалуйста. Разговор, воспоминания Сергея Валентиновича. С Ниной Николаевной я встретилась осенью 1975 года, когда мы все поступили на первый курс вокального отделения Якутского музыкального училища еще тогда. Но там есть такая подробность. Дело в том, что вот мы там вступительные экзамены, конкурс огромный, там был огромный конкурс, 10 человек на одно место. И мы прошли все эти испытания летом. Но я так понимаю теперь, что уже, к сожалению, Нина, видимо, по финансовым своим возможностям не могла приехать на эти конкурсные испытания, но ее взяли как одаренную, талантливую студентку. Вот осенью мы с ней встретились в сентябре месяце. Она ее как бы, оставляет одно-два места, как добор, осенний добор. И вот она даже без экзаменов поступила сразу, потому что действительно молва шла впереди Нины, потому что такой голос невозможно было ни скрыть, ни спрятать. Правда, говорят, талантам нужно помогать, да? Да, действительно. И помогали, и помогают до сих пор. Это прекрасная черта нашего якутского народа, когда действительно видят и знают, что этот одаренный ребенок
то его поддерживают и ведут по жизни. Это прекрасно. И вот осенью, в сентябре 1975 года мы начали нашу учебу. Наш первые творческие шаги начались в стенах Якутского музыкального училища. Я поступила в класс Анастасии Петровны Лыткиной, заслуженной артистки РСФСР и СССР. А Нина Николаевна она тогда Новикова была. И она поступила в класс Алены Семеновны, да? Ипполитовой. Да, Ипполитовой. И Алена Семеновна Ипполитова — это вот прекрасная супружеская пара, да, с Петром Алексеевичем Кривошапкиным. Это вот известные педагоги вот с тех времен, и очень много их выпускников. И вот одна из выпускниц Алены Семеновны — это Нина Чигирева. Ну, действительно, вот одаренность как-то она излучала собой даже эту одаренность. Не только голосом, а вообще своей внешностью. Она действительно была очень гибкая. Она просто так вот на раз могла спокойно сесть на шпагат. И эта гибкость сохранялась у нее почти до преклонных лет, да, Сергей Валентинович. И прекрасный голос, который сразу с первых звуков обволакивал тебя. Вот это у меня до сих пор в ушах осталось. И мы сегодня еще услышим ее голос. Да, услышим обязательно. Наши слушатели и зрители. И вот все 4 года вот эти, проведенные в стенах музыкального училища, я никогда не забуду это деревянное двухэтажное здание на улице Лермонтова. Через это здание прошли многие поколения наших известных музыкантов. И мы очень тепло вспоминаем наши студенческие годы. А потом уже, когда мы закончили, так бы сказать, получили базу, то уже получили и Нина, и я получили направление. Нина поступила в Новосибирскую консерваторию. Видимо, судьба звала ее туда. А я училась в Свердловске. Ей просто не хватило денег доехать дальше. Новосибирск был ближайший город. Поэтому, если бы хватило денег, была бы, может быть, совсем другая история. А Сергей, я точно знаю, что у нее было направление в Новосибирскую консерваторию. Судьба. Да, судьба еще, вела. Извините, еще хочется вспомнить еще по рассказам моего дяди Валериана Георгиевича Емельянова. Вот тогда в музыкальном училище он был завучем, исполняющим обязанности директора. И Нина Николаевна работала уборщицей в этом училище, чтобы прокормить себя, чтобы поднять своих братьев, сестер, да, и пропускала по утрам сольфеджио, и приходилось не спать, да, вот, и поэтому, и в итоге решила судьба, вот, собран педсовет, что делать, и ее защитил Ипполитова Алена Семеновна и Петр Алексеевич Кривошапкин. Они настояли, что она талантливая, она голосистая, ей надо помогать, таланту надо помогать. И вот тогда вот решила судьба ее дальше обучаться. И, конечно, очень много ей приходилось проходить, тяжелые времена были. Вот очень. Вы знаете, она настолько была сосредоточена именно на музыке, что на Новосибирской консерватории ей тоже сложно было такие предметы, как научный коммунизм, политэкономия. Она просто их... не до того. Да, она как-то их не очень воспринимала. И чтобы выйти из положения, там я писал какие-то рефераты, она их защищала с таким трудом. Но что интересно, когда уже Советский Союз развалился, все закончилось, мы жили в другой стране, мы случайно были в Новосибирске, и ректор консерватории, встретив нас на улице, сказал: Нина Николаевна, я так понимаю, почему у вас было такое отторжение к этим предметам, хотя он сам возглавлял партийную организацию, все как-то он так очень быстро поменял свои взгляды, вот. Но она была сосредоточена абсолютно на музыке, и тут, конечно, нужно обязательно сказать о ее педагоге. Лидия Владимировна Мясникова, уникальный голос Народного артистка Советского Союза. Ее брали в Большой театр, но как бы не гарантировали, потому что там уже Архипова была, там было очень созвездие, был меццопран. А Новосибирский театр пригласил ее буквально на первую роль. Она сразу поехала в Новосибирск и всю жизнь проработала там, в консерватории. 75 лет она пела графиню, Лидия Владимировна. Чистый, свежий голос, никаких там изменений возрастных. Мы сейчас слышим Нину Николаевну, ее голос, и она исполняет Арию Эболи, Дон Карлос. Мы сейчас послушаем, давайте, и посмотрим на нее, на ее фотографии.
Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире, и мы продолжаем вспоминать оперную диву, заслуженную артистку Российской Федерации, народную артистку Республики Саха-Якутия, лауреата международного конкурса имени Михаила Глинки, лауреата Государственной премии Республики Саха-Якутия имени Платона Аюнского Нину Николаевну Чигиреву. Сегодня в нашей студии супруг Нины Николаевны Сергей Валентинович и ее коллеги Альбина Михайловна, Александр Георгиевич и Егор Петрович. Я прервала вас в первом блоке. Пожалуйста, продолжите. Да, вот еще буквально историю. несколько слов о студенческих годах. Вот когда вот эта наша интернациональная группа собралась, я, Саха, Бурятка и Тувинка, мне было интересно познакомиться с ним. А как можно было познакомиться? Я говорю, у вас есть какие-то народные песни, чтобы послушать? И вот Бурятка привезла вот такую коробку, называется «Венок бурятских народных песен». Там пел Линховонь, знаменитый Кимбер Засадаев, Дашиев. А Нина привезла одну пластиночку, затертую такую. Значит, там народные песни пели разные солисты, но там первым номером пел песню Гранта Григоряна «Сахам Сиры Барахсан» Матвей Лобанов. И вот это меня сразило просто напрочь. Вы якутский язык знаете, это хорошее название, сказали по-якутски. Каратык совсем. В основном Ильбепин, к сожалению. Почему песни не поешь? Ну, Вот. все равно так что-то. И вы знаете, бурятские песни очень красивые. Но вот когда я услышал Матвея Лобанова, я тогда подумал, почему люди отличаются, вот когда поют. Интонация просто удивительная. Вот интонация, в общем-то, она будет, когда оперный певец поет, она как бы из 3 моментов состоит. Интонация, которую заложил композитор, ты ее ничем не изменишь. Вторая – это актерская интонация, то есть можно по-разному спеть эту фразу музыкальную, в зависимости от тех актерских задач, которые стоят. А третья – это твоя личная интонация. Вот у Нины, как у Матвея Лобанова, была такая интонация, что ее, во-первых, нельзя было спутать, во-вторых, нельзя было не реагировать. Она просто прикупала очень сильно. Есть ли голоса лучше, чем у Матвея Лобанова? Есть. Причем таких случаев очень много. Ни сила голоса, ни красота его, ни диапазон, а вот именно интонация какая-то человеческая, которая принадлежит только тебе и никому больше, вот это очень удивительный момент, и у Нины это было. Когда она пела, голос ее просто прикупал. Вот эти были удивительные годы. Мы впервые с ней поехали в Санкт-Петербург на 8 марта, потом на море, первый раз съездили, будучи студентами. В общем, в рамках передачи всего не расскажешь. Когда мы закончили, мы приехали в Якутск в театр оперы и балета, и Нина очень стала сразу гастролировать. Тогда республика становилась, старалась быть предельно самостоятельной. Значит, Михаил Ефимович Николаев, первый президент, стремился к тому, чтобы они как можно больше знали в мире. И вот в составе творческих бригад, Альбина Михайловна хорошо знает, ездили по всем странам Европы, объездили все, значит, и в Японии она потом гастролировала с сольными концертами. В общем, она объездила очень много, в республике много ездила. Вот, она выступала в Москве, в Санкт-Петербурге, в лучших залах. Один раз свидетелем концерта был я сам, это было в Большом зале филармонии Санкт-Петербургской. Значит, мы все собрались, я как раз был в это время в Петербурге, и, значит, Галина Вишневская великая собрала, значит, команду, это был ее проект. Значит, Нина Николаевна, Иван Степанов, 2 солистов из Большого театра и еще, по-моему, из Мариинского. И вот в 7 часов начала концерта, уже 7 часов, никого не пускают в зал, все закрыто, все в недоумении, там просто аншлаг полный. Значит, спрашивают, что такое, почему не пускают, а зал уже начинает надо. Они говорят, вы знаете, солисты еще не прилетели. У меня сразу было не по себе, я думаю, это, наверное, про Нину с Иваном. Из Большого театра прилететь вряд ли, из Мариинского тут не совсем рядом. И, короче, выясняется, минут 15-20 задержка, открываются двери, мы заходим в зал, и начинается концерт. Значит, выясняется, что в Якутске была очень большая задержка самолета. Они просидели здесь в порту очень долго, потом они летели 6-7 часов, потом они прилетели с порта сразу, подъехали в этот концертный зал, буквально переоделись и вышли на сцену. Можете представить, что это без такое? распевки, без всего, без репетиции. Без всего абсолютно. И вот это было ее великолепнейшее, как ни странно, выступление. То есть это о чем говорит, что есть колоссальный запас прочности.
о том, что музыка не настолько, что даже вот такие вот экстремальные, экстремальные ситуации не могли ее вывести из себя. Вот. Что касается вот этой арии Эболи, которая сейчас прозвучала, она как раз пела ее на 3-м туре на конкурсе вместе с Ульрикой из Балмаскрада Верди. Ульрика — это крайне низкая партия, это контральтовая, там очень много низких нот, а Эболи крайне высокая, там 2,5, получается в общей сложности 2,5 диапазона октавы. И, конечно, там поразило жюри, потому что ни одна меццо-сопрано, ну, за исключением там Архипова или Образцова, навряд ли бы взялась за такое трудное исполнение. Темперамент, талант, все это было, и по гороскопу она Скорпион, это сильный такой волевой знак. И вы гороскопические, вы весы, и вы как-то, видимо, сложились ваши судьбы и астрально. Хотели дополнить? Хочется дополнить Сергея Валентиновича. Вот как раз этот концерт, видимо, и запомнили. Спустя 15-17 лет мне довелось выступить в Санкт-Петербурге в филармонии имени Шостаковича. И ко мне подходили после выступления моего бабушки, женщины преклонного возраста, и спрашивали: а вот Нина Новикова, вы знаете ее? Вот когда она была... Я говорю: Новикова? С Чигирева, говорю? Да. Когда она к нам приедет, говорит. Они соскучились, говорят, по ее голосу. И так я был, конечно, очень удивлен, приятно удивлен, что до сих пор помнят, вот спустя 15-17 лет, и ждут ее выступления. Вот интеллигенция санкт-петербургская, вот эти... В талант невозможно не влюбиться. И... Можно я немножко дополню Сергея Валентиновича? Вот как раз вспомнили и Михаила Ефимовича Николаева, и наши поездки. В общем, я много говорить не буду, но я скажу только одно, что вот мы с Ниной Николаевной вот в этих поездках, мы не были только в Африке, в Австралии и в Южной Америке. Все остальные... Весь мир объездили. Да, объездили. И действительно, вот эта та закалка жизненная очень помогла. Я видела, как Нина Николаевна могла действительно вот так вот. Мы всегда, в основном, в большинстве случаев, это вот с корабля на бал. Мы всегда, как солдаты, были готовы выступать. И вот ярким примером вот такого служения именно искусству, именно вокалу, вот это жизнь и творчество и подвиг Нины Чигиревой. Да, преданность профессии. Преданность. Егор Петрович, пожалуйста, вам слово, потому что вот совсем вас мы обошли вниманием. Слушаем вас внимательно. То я расскажу свою историю, как мы познакомились с Ниной Николаевной. В далеком 99-м году я после армии и после педучилища работал физкультурником у себя в деревне. И к нам приезжала Нина Николаевна с гастролями. Я-то родился в музыкальной семье, и класс баяна у своего отца закончил. И голос выявился у меня. Я как бы начал петь, но не был уверен, что могу стать оперным певцом. Даже слышно, что какой голос. Я еще сверилась, думаю, как так физкультура и опера. И вот возможность такая появилась, и я у отца попросил, чтобы он поговорил с Ниной Николаевной. Но отец директор музыкальной школы, отец был. И он устроил нам, как бы прослушивание, да. И она вот услышала меня и подтвердила: летом приезжай, я работаю в высшей школе музыки преподавателем, не женись, говорит. Вот такие наставления. И когда я поступил летом все-таки, и она все время: ой, мен огам, да мой ребенок, говорит. Даже и когда я уже потом, мама. уже в 2005 году я после консерватории уже стал солистом театра, и она все время вот меня миногом, так всегда вот так, как бы это для молодого певца очень хорошо, когда вот у тебя как бы кто-то, поддержка есть, под чьим-то крылом находишься, и вот уверенность, хорошая. И вот когда вот на гастроли ездили по улусам, там много раз ездили по разным улусам, и она все время вот
когда в автобус сядем, и Гоша, кальманна, говорит. Иди сюда. Оттоворолар. Рядом садись, ну, вместе вот будем сидеть. И как бы, ну, как мама, как мама вас, да. опекала. Она вашу Это- судьбу, получается, определила. Мгм. Она вот как крестная мать, Изменила. оперная крестная мать. Мгм. Вот у Ивана Степанова тоже есть, была крестная мать, она вот Анна Егорова, она вот, когда он работал художником в театре, и она вот тоже услышала его и направила в Уральскую консерваторию. Тоже так же вот Нина Николаевна у меня поддержала, ну, утвердила, что у меня есть голос, надо учиться. И она права. Вы, получается, Я- из одного села с ней земляки? Нет, Нет? она амгинская, я А вы? стампонский, А. Мегиновдан. Я еще хочу успеть поблагодарить Игоря Васильевича Илякова за помощь в организации сегодняшнего эфира. Он замдиректора по общим вопросам театра, оперы и балета имени Саруна Амалона. И он просил, чтобы мы сказали подробнее рассказали о родителях Нины. Но все, что я узнала из интернета, вот мы сегодня начали, да, что Николай Новиков — это ее отец, может быть, несколько слов скажем о маме. Все-таки действительно такой они подарили бриллиант всему миру, да, ее голос такой покорил очень многих. Ну, вот я знаю только одно, что у нее фамилия Соловьева. Соловьева, да, вот и Соловьева, мало что известно. Да. Ну, вот то, что она... Знаете, вот когда человек рождается, говорят, что Бог целует его куда-то. Вот поцелует его в лобик, ученый становится, поцелует его в уста, оратор или певец, значит, поцелует его в ручки, то тогда какой-то мастер получается. Но вот куда поцеловал маму, совершенно определенно известно. У нее 12 детей. И папу тоже, понимаете, вот это удивительный момент. Причем ведь жили очень небогато, условий нет никаких, и вдруг 12 детей. И все, в общем-то, выросли, и все состоялись, и все, в общем-то, хорошие люди. Андрей, вот брат, тоже поет, но у него не оперный голос, но он тоже очень музыкальный, он поющий. Вот сестра Нинина в Тагандархане все время там ведущий повар отработала. В общем, все они как-то пережили свое очень тяжелое и трудное детство, все состоялись, у всех семьи, все. Вот. Но мне кажется, заслуга матери только одна, что сейчас эта проблема так остро стоит, а тогда 12 детей в таких условиях. Сейчас условия у всех вроде бы хорошие, и никак не получается. Но я подумала, что, может быть, так мало информации о родителях, потому что Нина так быстро стала взрослой сама, ей пришлось стать самостоятельной, и, наверное, самой себе быть и мамой, и отцом, раз вот такая ситуация была, что она даже босиком уходила, приходилось уходить из дома. И, наверное, она вот, наверное, из тех людей, которые сделал себя сам. Вы знаете, их судьба раскидала всех, поэтому они, если помнят, родители только в раннем детстве. Вот, А она, наверное, вообще стала и своим сестрам, наверное, родителям. совершенно Родителями. верно. Конечно. Вот там, допустим, нам подарят же ребенка сертификат на какой-то юбилей. Мы вот ее подарили сестре. Машина у нас была «Жигули», подарили брату ее, там, значит, вот Тойота. Заботливая какая была. И вот еще отдали, причем тоже отдали племяннику. ребенок Нины. Кому Да? могли, помогали финансово, вот, потому что мы сами все время работали, как-то деньги у нас. У вас откидывали. и свои дети тоже. Да, у нас сын есть, 2 внучки есть, 6-7 класс. Сейчас они в школе, все находятся, а сын на работе. Вы сегодня принесли футляр. Я по неосторожности думала, что он ваш, но вы сказали, что это футляр Нины Николаевны. И вы обнаружили как будто бы случайно. Да, вчера я тут перебрал вещи кое-какие, нашел футляр, значит, я его открыл, а там очков не было. Это вот мои очки. Он был полностью забит какими-то рецептами, значит, рецепт приготовления, рецепт лекарств. Я их всех собрал, все выбросил. И вдруг в самом конце нашел ее рукой написано, уже потертую в пятнах, которые я прочитать не смогу. Да, конечно. А что она еще любила, Нина Николаевна, кроме того, что, конечно, безгранично любила петь, и это ее так поддерживало? Какой она была, которую не видели ее на сцене, там многие видели, а за кулисами? Да, вот вы знаете, у народа Саха как бы не принято ковыряться в земле. Это сейчас как-то вот начинают обрабатывать землю и прочее. А моя матушка, она была вообще городница, у нее 4 сотки всего там росла. И смородина черная, белая, красная, и малина, и крыжовник, и вишня, и виктория. Ну, что там огурцы, помидоры, все, и облепиха. Мы собирали
за сезон по 12 ведер больших смородины, по 12 ведер малины и до 15 ведер. И вот когда мы были студентами, это были такие ягодные годы у нас с Ниной. Это в Новосибирске В было? Новосибирске. Мы объедались там этими ягодами. И вот сын мой еще, помню, сын тоже успел захватить. Когда матушка ушла, уже все это прекратилось. Сестра там просто засадила цветами и все. И вот когда мы приехали сюда, мы купили дачу. Вернее, нам дали участок. Мы там построили дом в 16 километрах Покровского тракта. Но там ни воды, ни света, ничего там выращивать условий не было. Потом мы купили участок со стареньким домом на Сергелевском шоссе, там был свет. И я говорю: Нина, ты же помнишь, что мама делала? Давай-ка мы с тобой тут огородом займемся, потому что все равно дача – это работа, физически двигаешься, вокалисту нужно, так сказать, форму физическую поддерживать. Вот, и мы стали садить. И вы знаете, что все, что не посадит, все вырастает. Какая рука, да? Абсолютно. Вот мы берем Какая? 50, допустим, этих саженцев капусты маленьких, там 2-3 листочка. 50 садим, 50 все вырастает полный. А Нигина Егоровна была свидетелем, когда она приехала, 2 огромные грядки, 50 кочанов, большие, крупные. Она говорит: да вы тут в промышленном масштабе это все выращиваете. Точно говоря, талантливый человек, да. Она очень любила свою Да, дачу, кстати. талантлив во Всегда всем. рассказывала. Помидоры, про огурцы, дачу, там, ну, конечно, не так, как было у моей матушки, но все, что мы садили, все вырастало. Были случаи, когда другая женщина садила, не буду говорить, кто-то, и ничего не вырастало. На этом же месте, на этом же участке. То есть вот это какая-то связь удивительная. И вообще надо сказать, что Нина была очень красивым человеком. Она была красивым и внешне, ее взгляд, ее лицо, вот это можно видеть. Она была очень красива в работе своей. Вот. И она была красива в жизни. Почему? Потому что не каждому человеку дается возможность любить и быть любимой. Вот она на самом деле любила всех. Она, вот когда эти стихи нашел, вот эти вот они адресованы мне. Вот. И я удивился, что она их хранила и никогда об этом мне не говорила. Потом она любила всех своих сестер и братьев, как могли мы им помогали. Она любила своих коллег и свою работу. Вот. И знаете, вот в «Пиковой даме» Герман, пока еще находясь в плену своей первой идеи, в любви к Лизе, он поет ей: красавица, богиня, ангел. Вот Нина Николаевна была очень красивым человеком, она была выдающейся певицей. И вот когда моя матушка умирала, она была рядом с ней, я так сказал, приходя в сознание, она видела Нину и говорила: кто ангел это мне привез? Спасибо вам большое за то, что сегодня столько добрых слов прозвучало, и прекрасную жизнь прожила Нина Чигирева, и светлая память – это то, что останется. И давайте посмотрим на фотографии и послушаем ее голос.